К другим темам. Перед весенним паводком в Якутии проверяют готовность системы централизованного оповещения гражданской обороны, а также местные системы оповещения с включением сирен и речевой информации. За одной из таких проверок понаблюдал наш корреспондент Виталий Абрамов. Раз. Проверка оповещения громкой связи на случай ЧС. Сигнал внимания всем был подан сегодня для жителей Старой Табаги. Несмотря на всего лишь один громкоговоритель, информация была слышна по всей протяженности населенного пункта. Система оповещения стоит в сельском клубе, так как администрация Наслега находится в Новой Табаге, что в нескольких километрах отсюда. Мы ее включаем периодически в начале весны. Усиление в связи с паводковой ситуацией. Также предупреждаем население и гостей села. У нас здесь очень много отдыхающих бывает по весне и летом, чтобы, осторожное обращение с огнем в лесу, на берегу. Есть такие всякие у нас случаи. Включаем, выключаем, проверяем, предупреждаем. Такие проверки систем оповещения проходят по всей республике. Проверяется работоспособность и программное обеспечение. Также проводят модернизацию уже устаревших систем. Выделяется 192 миллиона рублей. Там также будет модернизация и уже сопряжение с администрацией района, ЕДДС района, то есть единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района с населенными пунктами района. Также отрабатывается алгоритм экстренного доведения информации до населения об угрозах подтопления территорий через СМИ, включая радио и телевещание. То есть это специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Также есть переносные устройства механические, которые позволяют оповещать население при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Напомним, в случае ЧС, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник на ультракороткой частоте и прослушать специальное сообщение. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.